Здравствуйте! Вас приветствует команда ТВ «Татлы» Татарстан из Лаишевского детского дома. История грузинской кухни, как и история самой страны, исчисляется тысячелетиями. В стране царит мягкий благоприятный климат с продолжительно жарким летом и сравнительно теплой зимой. Грузинская кухня отличается своими пряностями и травами. Кинза, базилик, мята, эстрагон, червет и зеленый лук. Грузины любят мясо, свинину, баранину, говядину, домашнюю птицу. И также большой популярностью здесь пользуются как острые, так и неострые сыры. Овощным и фруктовым изделиям, блюдам здесь отводится отдельное место. И говорят, Грузию можно узнать по особым ароматам популярных блюд. Многие из них уже давно стали интернациональными. К ним относятся хачапури, лепешка с сыром, которую мы с вами сегодня приготовим, кинхали, харчо, хачавили, аджика, шашлык, казинак, лабио и другие. Гостеприимство на Востоке всегда ценилось высоко. Гостей встречали и провожали с особым почетом, относились к ним внимательно и ничего не жалели. Приступаем к национальному приготовлению блюда хачапури. Для дрожжевого теста нам понадобится мука 700 грамм, вода 300 мл, молоко 100 мл, растительное масло 3 столовые ложки, яйцо 1 штука, дрожжи 25 грамм свежих, сахар 1 столовая ложка, соль 1 чайная ложка. Для начинки нам понадобится сыр и яйца 26 штук, сливочное масло 100 грамм, кипяченая вода, соль по вкусу. Проверяем качество дрожжей. В небольшую глубокую миску наливаем 50 мл теплого молока. Добавляем 1 столовую ложку сахара. Перемешиваем. Молоко раскрошить, дрожжи перемешать. Чтобы дрожжи растворились. Ставим дрожжевую смесь в теплое место на 15-20 минут. Дрожжи должны вспениться и подняться шапочкой. Начинаем готовить тесто. В большую миску сеем муку вместе с солью, чайные ложки. В центре мучной горки делаем углубление. И вливаем туда 300 мл воды, 50 мл молока, дрожжи и яйцо. Руками перемешиваем муку. И замешиваем не очень крутое тесто. Хорошо посыпать муку на стол и выложить тесто в муку. Начинаем вымешивать на столе тесто. На это уходит около 15-20 минут. Когда тесто перестанет приставать к рукам, когда станет более приятным на ощупь, тесто можно прекратить вымешивать. Тесто делим на 2 части. Отправив кусочек теста, катаем шар.
Готовим начинку. Теркой натираем сыр. К сырной начинке добавляю кипяченую воду. Перемешиваем. Формируем хачапури. Из шара делаем плоскую лепешку. И края лепешек подворачиваем варенье. Формируем лодочку. На дно лодочки выкладываем сыр. Хачапури помещаем в духовку на 15-20 минут. Хачапури готовы, можно доставать.